Здравствуйте, в эфире программа «Интервью», и сегодня в студии Осетия ТВ один из самых известных российских фотографов, да и не только известных в России, но и далеко за рубежом, Антон Ланге. Антон, здравствуйте. Добрый день. Мы рады вас приветствовать в Северной Осетии уже второй раз. Спасибо, я очень рад, спасибо, что позвали. Здесь вы находитесь в рамках реализации проекта «Хребет». Что запланировано на этот ваш визит и что уже сделано, наверное? Вы меня застали уже на вылете. То есть мы провели такую короткую, но очень насыщенную экспедицию в Северной Осетии. И до этого тоже очень насыщенную в Кабардино-Балкарии. То есть у нас они были такие совмещенные, соединенные одна с другой. Мы приехали из Кабардино-Балкарии во Владикавказ. И здесь вот почти неделю у вас снимали. Вот. Ну, в этот раз мы были в Мамисоне, мы снимали сам Владикавказ, мы сделали вылазку в Дигорию, где нас застала такая непогода, туман, и, в общем, вот все как должно быть в горах, поэтому мы там просидели не лишние, а такие незапланированные сутки, не могли оттуда выбраться, вот, и это тоже было такое маленькое приключение. Ну, это только... ну, конечно, мы снимали в Феогдоне, мы были на водопадах Медограбинских, то есть где-то везло нам с погодой, со светом, где-то не везло, где-то совсем не везло, и поэтому осталось больше, чем мы сделали. Ну, вот вы говорите о том, что посетили Мамисон. Мамисон – это как раз то место, где в ближайшее время появится современный курорт. Какое впечатление, наверное, об этом месте? И как вы себе представляете, вот в ближайшее время будет туда поток туристов, наверное, российских? Я ничего о туристах не знаю. Тут скажу сразу. Вот я ничего не понимаю в туризме. И если будет поток, ну, слава богу. Если не будет большого потока, наверное, тоже слава богу, с моей точки зрения. Потому что говорим ли мы о Мамисоне, говорим ли мы о других вот местах, которые представляют собой то, что принято называть кластерами для развития туризма в рамках вот проектов курортов Северного Кавказа. Я думаю, что это все очень такие места своеобразные, иногда совсем потаенные, далекие они иногда. И будет ли туда поток? Ну, наверное, специалистам решать, да, не мне. Но если вдруг гигантского потока не случится, а просто поедут люди, будут смотреть, будут путешествовать больше по Кавказу. Не обязательно кататься на горных лыжах, потому что я думаю, что Кавказ дает грандиозные возможности для трекинга, для огромного числа вот видов туризма разнообразного. Вот. Я думаю, что то, что касается Мамисона, который, ну, собственно, как и все, наверное, вот ущелья Северной Осетии, они полны памятниками. Да? Это вот такое свойство республики, что куда бы вы, в общем, не поехали, вы обязательно приедете к памятникам. Вы приедете к башенным комплексам, вы приедете к древним селам, где-то больше, где-то меньше. Я думаю, что здесь, во-первых, существуют огромные возможности для вот, формирования каких-то таких троп, таких, там, не знаю, конных или пеших и так далее. Вот, это может быть колоссальным таким центром притяжения. Вот. А то, что касается горных лыж, то, ну, мне местные сказали, что там снега бывает чуть ли не, там, так сказать, по много метров. Наверное, с этим тоже все будет в порядке, я надеюсь. Но что касается природы, вы посмотрели как фотограф, как путешественник, что скажете о природе? Ну, что скажу о природе? Я и как биолог еще, так сказать, тоже смотрю на природу. И надо сказать, что я был раньше в Северной Осетии, когда мы снимали такой вот ставший таким очень известным проект «Россия из окна поезда». И мы были здесь 5 лет назад.
И мы работали в Лагирском ущелье и в Северо-Осетинском заповеднике. И принимал нас Константин Павлович Попов, который вот зам директора заповедника по науке, в общем, очень известный в республике человек, я думаю, один из лучших специалистов по республике, который написал вот книжку о Лагирское ущелье там, и так далее. Вот. И сейчас мы снова с ним встретились, и мы снова были в Северо-Осетинском заповеднике, были в ЦЕИ, там, облетели сказки «Ледник» там, и так далее. То есть это такие знакомые мне места, потому что когда проходит 5 лет, и вы куда-то возвращаетесь, у вас уже появляются какие-то ностальгические такие ощущения, вы вспоминаете этот мостик, этот ледник, эту тропинку, где что-то там снято и так далее. Это очень теплое такое чувство. Вот, во-первых. Во-вторых, я думаю, что уникальный, конечно, вот резерват Северо-Осетинский заповедник и фантастический этот вот грабово-буковый лес, который находится вот на высотах там порядка 1000 метров, где живут зубры, свободное это стадо зубров. Это было такое по следам старых путешествий. Места, где я не был никогда, это вот западная часть республики, это нацпарк Алания, Дигория, это новые такие впечатления. И я скажу, что они меня совершенно тоже потрясли. Знаете, вот для фотографа лучший момент, когда плохая погода начинает меняться на хорошую. Вот. И когда вот вы, например, сидите в таком тумане, как молоко, где ничего не видно, и там видимость 50 метров, и вы тем более вы в этом месте первый раз, вы не знаете, что вокруг находится, вы так и не успели пока. А вот вы сидите, ждете, потом эта завеса тумана начинает развеиваться, и вдруг начинает пробиваться солнце. И вдруг вы оказываетесь на какой-то вершине, откуда вы видите ландшафт и как он устроен. И вот... Ну вот Дигория мне странным образом очень сильно напомнила Италию, некоторые там части Италии, по устройству ландшафта, по такому свету, который очень похож на итальянский такой средиземноморский свет. Вот, по этим башням, по каким-то вот этим остаткам замков. Мы немножко успели снять, там, сняли мы этот замок Фрегат, сняли мы Задолеск, по-моему, называется, да, вот это древнее селение, и еще несколько там объектов. У нас вот этот кусочек времени между туманом, как-то это все получилось. И у меня осталась перед глазами такая магическая картинка, которая заставит вернуться, наверное, туда обязательно. Ну, наверное, это одна из главных задач проекта «Хребет». Кого-то, наверное, заставить вернуться, кого-то приехать впервые. А если говорить именно о самом фотопроекте, кем он задумывался, чья инициатива? Общая первая такая глобальная идея принадлежит вот компании «Курорты Северного Кавказа». То есть это так получилось, что они пришли ко мне с таким предложением. Не я к ним, а они ко мне. И это всегда колоссальная удача, когда крупная компания, так сказать, дорастает до такого уровня развития, когда она начинает задумываться или ставит перед собой задачи художественного характера и художественного уровня. Потому что я думаю, что так, изначально причиной, собственно, того, что это все случилось, был вот проект предыдущий мой «Россия из окна поезда», который в партнерстве с РЖД мы снимали много лет, и в результате которого получилась большая книга и много чего другого, там документальное кино и так дальше. И здесь я думаю, что курорт Северного Кавказа, там, так сказать, внутри компании они подумали, что почему бы не сделать что-то подобное, но посвященное российскому Северному Кавказу. И я подумал в ответ, вот мне пришло в голову это название «Хребет», Кавказ от моря до моря, когда я увидел, как расположены вот эти кластеры, собственно, места
интереса компании вдоль северного склона хребта, от там, Адыгеи до Дагестана. Понятно, что они в разной степени там, готовности или где-то люди давно катаются на лыжах, как в Архизе, да, где строятся там, так сказать, очередные очереди, очередные там, гостиницы и так далее. Где-то вот как в Мамисоне это только вот ждет, так сказать, своего часа, и в Дагестане это тоже ждет своего часа, но этот час, наверное, еще, так сказать, дальше, чем здесь. Но самое главное, что это дает возможность, вот эта структура кластеров, я смотрю не как специалист по туризму или как инвестор, да, я смотрю как художник. Я вижу хребет, и на этом хребте точками отмечены в разных республиках вот такие места, большая часть которых была мне неизвестна. То есть я знал Архыз, я знал Приэльбрусье, и, кажется, все. Вот. То есть я никаким специалистом по Кавказу не был. Я сейчас, вот мы начали первые съемки знакомства с Кавказом в апреле, я сейчас за эти месяцы узнал больше не только о Кавказе, о горах вообще, больше, чем за всю свою предыдущую жизнь. И я вот смотрю на эти, так сказать, кластеры, я вижу, что это, наверное, основа для, такая структура для того, чтобы рассказать историю какого-то путешествия от моря до моря. Значит, большая часть этих мест мне неизвестны, поэтому это для меня такие пока на тот момент потаенные какие-то затерянные миры. Я не знаю, что такое Мамисон. Я не знаю, что такое там, Армхи в Ингушетии. Я почти ничего этого не знаю. Вот. Это создает интригу, конечно, колоссальную. Вот. И, кроме того, я не люблю горы. Я категорически не люблю горы. Ну, не надо понимать эти слова буквально. То есть я их и люблю, и не люблю. Я просто человек, во-первых, равнинный. И человек, который родился и вырос на равнине, он в горах, в общем, я думаю, что своим вряд ли себя когда-то может почувствовать. Это первое. Второе, я человек морской. Я люблю ходить в море, ходить под парусом. Я люблю пустыни, болота. Я люблю плоские ландшафты, где видна ровная линия горизонта, и ничто ее не загораживает. А с горами мне сложно, потому что они мне закрывают вид на горизонт. И поэтому я с ними в таких отношениях сложных, таких, знаете, как Бродский в свое время говорил, что с горами есть одна проблема, что они невероятно красивые издали, но когда ты в них оказываешься, то непонятно, что с ними делать, потому что они настолько грандиозные, они настолько, так сказать, подавляют человека, что вот человеку со стороны вообще сложно. Это надо горцем быть, чтобы родиться, вырасти. Вот. И это создает тоже прекрасную основу для рассказа, потому что это создает такую дистанцию, которая не сокращается, и, может быть, ее и не надо сокращать, потому что вы остаетесь таким странником, вы остаетесь гостем в этих горах. Вы смотрите с дистанции, со стороны, не так, как смотрит человек, который здесь вырос, не так, как смотрит альпинист. Да? Я не горный профессионал. Вот. И я думаю, что и мне это нравится. Вот. Я не собираюсь становиться профессионалом горным. Я хочу остаться гостем и странником, вот, который расскажет эту историю о местах, которые вызывают в нем восхищение, невероятное любопытство, стимулируют его любознательность, иногда вызывают какую-то оторопь или даже страх или ужас или, там, и так далее, потому что горы, в общем, мне очень нравятся суровые места. Мне очень нравятся суровые места, мне нравятся там, Безенги в Кабардино-Балкарии. Мне понравилась в этом смысле Дигория из-за этой вот плохой погоды. И мне очень понравилось вот эти Медограбинские водопады и вот эта чаша ледников, которая лежит за ними, те как языки такие гигантские, они спускаются туда, и там жутковато действительно. Это как-то очень
очень стимулирует воображение. Ну, то есть о горах вы рассказываете с точки зрения стороннего зрителя. И, наверное, такая точка будет ближе вашим зрителям, так? Ну, возможно. Но знаете как, мы стараемся в какой-то степени дистанцию сокращать. Но дистанцию не с горами, а с людьми, которые здесь живут. Потому что мы снимаем очень много людей. И, собственно, рассказ этот, он не о красивых местах. Вот. Он о том, как вот люди живут здесь, и мы снимаем кино параллельно, там будет 8, мы полагаем, серий документального кино, будет фотоальбом, потому что фоточасть, она главная в этом проекте, но будет еще кино. И мы снимаем такой, знаете, ну вот мы в Осетии пока не начали это делать, просто пока в первую экспедицию не было на это времени, потому что работа с людьми, она требует совсем других затрат времени. Вот. А, скажем, в Кабардино-Балкарии, где мы были второй раз, то там уже эта дистанция с людьми, она сокращается. То есть мы часто живем в селениях, в домах, снимаем каких-то удивительных, простых людей совсем, там, старого пасечника или мельника, который держит единственную там в республике водяную мельницу работающую, или вот какие-то такие магические вещи, которые позволяют вам проникнуть в жизнь там, селения, аула, там, побыть там, посмотреть, как люди живут, как они себя несут, как они одеваются, как они работают, как они едят, что они готовят, как они косят сено. Мы снимали, например, сенокос в Балкарии, который мало с чем сравнится по красоте. Вот. Значит, я думаю, что мы в Северную Осетию в пределах этой осени вернемся, и вторая экспедиция будет посвящена больше вот, людям, потому что мне хочется пожить где-нибудь в той же Дегории, в старом селе провести 1-2 ночи и как-то вот таким образом. То есть, другими словами, весь этот проект, он, возвращаясь вот к КСК и к той задаче, которую мы для себя, так сказать, определяли, это не рекламный проект, да, и никаких прямых рекламных целей там нет. Я думаю, что Кавказ и не нуждается в таком прямом, что ли, таком насаждении интереса к нему. То, что здесь нужно, это просто поменять представление, вот поменять образ Кавказа, какой он есть на большей части, так сказать, Российской Федерации, потому что он, конечно, абсолютно искаженный. И люди, когда я говорю в Москве своим друзьям, что я там отправляюсь в очередной раз в Дагестан, они, в основном, люди хватают за голову, начинают меня расспрашивать о том, а как организована моя охрана там, и так далее, и так далее. Да? Значит, даже слово «Владикавказ» у людей далеких, так сказать, от кавказской темы, даже в Москве, у столичных жителей, оно вызывает, такую как-то где-то кто-то обязательно что-то слышал про какой-нибудь теракт. Обязательно. Вот. Потому что средства массовой информации устроены таким образом, что о другом люди почти не слышат. Вот. Сейчас это как-то немножко меняется все-таки. Вот вы говорите о том, что одна из задач подобных проектов – это показать людям России и, наверное, всего мира другой Кавказ, не тот, каким его показывают в новостях. Вот за время ваших экспедиций по республикам Северного Кавказа, чем для вас именно стал наш регион и, возможно, что поменялось в вашем мировоззрении? Действительно, образ Кавказа, он настолько, во-первых, противоречив вот, в представлении россиянина, и, во-вторых, он настолько искажен. Потому что с Кавказа туда, в центральную Россию, в столице, доносятся в основном какие-то тревожные новости. И я думаю, что, конечно, это надо менять. Я буду рад, если вот наш проект «Хребет» какой-то свой вклад внесет в то, чтобы восприятие, образ Кавказа изменился так же, как он меняется сейчас во мне. Потому что этот процесс такой последовательный, это не происходит сразу.
И я не скажу, что, ну, например, когда я приезжаю в Дагестан, даже сам ландшафт Дагестана, и он такой вздыбленный, тревожный и так далее, не надо представлять себе, что здесь так все красиво, бархатно, и нет, совсем нет, да и не должно быть так. Пусть это будет противоречиво, пусть это будет как-то по-разному, не всегда красиво в таком банальном понимании. Но пусть образ Северного Кавказа меняется, пусть он наполняется новыми смыслами. Вот как для меня наполняется, у меня открытие каждый день, от начала до конца, от рассвета до заката. Потому что как бы вы ни готовились, что бы вы ни читали, какие бы вы фотографии ни смотрели, когда вы оказываетесь в реальных условиях, а я, знаете как, я еще очень сторонюсь красоты, я к ней плохо отношусь. Вот. Я, знаете, вот красота дикой природы, ну, я уже давно в профессии, то есть я все красивое уже давно снял. Вот. И поэтому я избегаю таких почтовых открыток, я избегаю такого совершенства. Да? Это сложно с горами, потому что горы там, в Осетии, например, они такие вот местами такие прям идеальные, знаете, вот как должны быть горы. Да? Вот ущелье, долина, красота, тут ледник, тут вершина, тут солнце светит. Все. То есть если вы снимаете, у вас получается такая картинка для календаря. Да? Она никому не нужна совсем, вовсе никому не нужна. Вот. Она ничего не добавит к миллионам фотографий гор, которые можно найти одним кликом в интернете, как бы, пожалуйста, смотрите. Вот. Я думаю, что сила в истории, сила в том, что вот вы едете по этому ущелью, вы попадаете в туман, вы попадаете в неизвестное древнее селение, вас встречают люди, которые приглашают вас сразу пить чай, приносят вам, например, там, как в Задолеске, мы в тумане оказались, нам принесли мешок диких орехов лесных. И вот мы под дождем где-то спрятались, сидим, лузгаем эти орехи, а я панорамной своей камерой снимаю картину, как туман заполняет Дегорское ущелье. Вот это история, которая способна человека затронуть и проникнуть в его душу. Но вот если из таких историй будет мой рассказ составлен, то тогда, значит, мы цели, наверное, достигнем. Ну что ж, мы вам желаем успехов в вашей работе. Ждем вас в Северной Осетии уже этой осенью. Я очень надеюсь на это. Да. Я надеюсь, фильм получится именно таким, каким вы его планировали. Ну и выставки пройдут с успехом. А нашим зрителям я напоминаю, что сегодня в студии Осетия ТВ был один из самых известных российских фотографов, автор проекта «Хребет» Антон Ланге. Всего доброго.